В Уфу впервые привезли уникальную коллекцию эмали от лучших художников России. Речь идет о декоративных изделиях из стекол и металлов. Их можно увидеть в Национальном музее республики. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с заведующей отделом по организации мероприятий и маркетинговой деятельности Национального музея Зульфией Ишмурзиной. Зульфия Рамилевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о данной выставке, чем она уникальна. Действительно, 4 апреля, буквально вот совсем недавно, в Национальном музее открылась уникальная выставка. Называется она «Начало». Это выставка, это итог симпозиума, который прошел в прошлом году в музейном комплексе «Шульганташ», где собрались лучшие художники и мольеры России и создавали на протяжении нескольких месяцев эти прекрасные работы, которые можно увидеть в нашем музее. Уникальность этой выставки в том, что она в первую очередь отражает историю, природу, культуру Республики Башкортостан. Этим она и ценна для нашей республики. Еще в создании этих работ использовалась уникальная эмаль, которая была разработана специально для этого симпозиума. Она более насыщенная, то есть она имеет гораздо больше красок и может таким образом более правильно и точно передавать природу нашей республики. А какое количество работ представлено, если не секрет? На выставке представлено 25 работ от художников и мольеров России, которые приехали с разных городов, таких как Санкт-Петербург, Грозный и, конечно же, наши башкирские мольеры. Башкортостан потихоньку становится столицей таких художников, да? Москва, Санкт-Петербург и другие города Центральной России в целом, так скажем, были родоначальниками данного направления художественного. Действительно, горячая эмаль – это такая очень древняя техника, известная с бронзового века. Она достаточно прочная, то есть ее производят при помощи, наносится эмаль на металлическую поверхность, получается, ее обжигают при более 800 градусов Цельсия. Она становится очень красивой, блестящей, самое главное, прочной. И там, насколько я помню, соответственно, есть такие картины, которые отражают природу Башкортостана, красоты. Да, действительно, я об этом уже сказала, что эта выставка ценна именно для нашего региона тем, что все вот эти 25 работ так или иначе связаны с нашей природой Республики Башкортостан, с нашей историей, этнографией и, конечно же, с нашей уникальной пещерой Шульганташ. Национальный музей Республики Башкортостан является, по сути, визитной карточкой нашего региона. Расскажите, какое число туристов посещает и кто на самом деле является вашим посетителем? Это зарубежные гости или гости из других регионов России? Кто преимущественно? Действительно, музей, Национальный музей в городе Уфа является... Национальный музей нашей республики является главным музеем республики, одним из старейших музеев России. Действительно, хочется отметить, что количество посетителей с каждым разом увеличивается в геометрической прогрессии. Действительно, туристов становится гораздо больше, и туристы бывают не только из России, но и из разных стран, что тоже очень сильно радует. К тому же у нас в республике действует программа «Башкирское долголетие», которая позволяет нашим любимым пенсионерам, людям серебряного возраста посещать различные места. Поэтому, да, конечно же, основная наша аудитория – это в основном туристы, пенсионеры, конечно же, школьники, которые подрастающее поколение. И вот нам бы, конечно, очень хотелось все-таки обратить внимание на музеи, молодежь нашей республики, поэтому мы работаем над этой целью, так скажем. Вот я несколько раз у вас бывал, уже музеем это не скажешь, это уже какое-то интересное интерактивное пространство, где можно чем-то занять себя или, допустим, экскурсоводы рассказывают не так уже привычно, как многим нам кажется, а уже как-то по-другому, на другом языке. Действительно, да, вы совершенно правильно подметили. Современные музеи – это не те музеи, о которых мы имеем представление до того, да, как выросли, так скажем. Это сейчас уже не такие скучные пространства, где хранятся просто и демонстрируются предметы. Современные музеи – это, я бы сказала, некое творческое пространство, в котором происходит и на самом деле кипит жизнь. То есть, в частности, в нашем музее
музее происходит очень много различных мероприятий, мастер-классов, встреч, кинопоказов, акций больших, масштабных, не только таких, как «Ночь искусств» или «Ночь музеев». Например, на следующей неделе, буквально 18 апреля, в нашем музее пройдет акция ко Дню национального костюма. Конечно же, в рамках этой акции у нас пройдет открытие выставки. Также у нас будет представлена ярмарка мастеров, различные мастер-классы. То есть посетители смогут прийти со своими детьми, со своей семьей, и каждый член семьи найдет для себя что-то интересное и полезное. А если переходить к экскурсиям, совершенно верно, что экскурсии сейчас не такие монотонные, скучные, как было, допустим, раньше, да, или как у нас заложилось в нашем представлении. У нас, чем мы очень гордимся, у нас есть замечательная музыкальная экскурсия, у нас есть специальный экскурсовод, который рассказывает про природу, историю Башкортостана, и не только рассказывает, но еще и показывает наш национальный инструмент музыкальный курай, показывает, как его делали, и даже играют музыку. Эта экскурсия пользуется большим успехом у иностранных туристов. Национальный музей – это своего рода площадка, когда вот приезжают многие гости, туристы, чтобы за один день кратко ознакомиться с культурой Башкортостана и ее природой в ваших стенах учреждения. Да, действительно, это отличное место. Если, допустим, у туриста, так скажем, не так много времени свободного, он не имеет возможности выехать, допустим, в тот же самый Шульканташ, да, или куда-то на природу, посмотреть. Конечно же, Башкирия отличается природными достопримечательностями, но если у вас нет возможности, вы можете прийти в наш музей, где у нас 35 залов, в которых представлена археология, история, этнография, не только башкир, но и народов, проживающих в Республике Башкортостан. И, конечно же, природа. Отдельно хочется сказать про залы природы, потому что совсем недавно, каждый раз мы, конечно, пытаемся обогащать нашу экспозицию постоянную, чтобы нашим постоянным посетителям тоже было интересно. Одним из, так скажем, особенностей нашего музея является то, что в нашем музее представлены живые экспонаты, такие как рыбы, обитающие на территории Республики Башкортостан. У нас есть специально отведенный зал с большими аквариумами, где можно увидеть настоящих живых рыб, черепах. И поэтому мы совсем недавно обновили экспозицию, посвященную башкирскому пчеловодству, бортничеству. И у нас прямо в этом зале представлен настоящий улей с настоящими живыми пчелами. Улей прозрачный, из стекла, поэтому наши посетители могут не только ознакомиться с историей бортничества и башкирского меда, но и посмотреть, как наши настоящие башкирские пчелы его делают. И среди постоянных экспозиций, я у вас неоднократно видел, это одежда различных народов Башкортостана, в том числе даже поволжских немцев. Я недавно у вас был на выставке также. И еще, соответственно, отдельная экспозиция, посвященная победе в Великой Отечественной войне. Да, действительно, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне наш музей, конечно же, готовит мероприятия, конечно же, готовит уникальную выставку, про которую хотелось бы сказать нашим зрителям, что она совсем скоро открывается. Я приглашаю всех посетить ее, потому что тема Великой Отечественной войны, я прошу прощения, она очень сильно меня трогает. Мне кажется, эта тема трогает каждого жителя нашей страны. Господи, я прошу прощения. Но и все-таки экспозиция, посвященная генерал-майору Мингалю Шаймуратову, очень такая знаменитая в вашем музее, да? Да, действительно, я хотела сказать, я мысль свою закончу. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, конечно же, большим интересом пользуются залы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. И, в частности, специально отдельный зал, где у нас представлена история жизни нашего великого генерала Шаймуратова. Вот вы говорили мастер-классы. Какие мастер-классы еще проводятся помимо экскурсий? Вот могли бы пример? Совершенно разные мастер-классы, абсолютно на разную тему. Конечно же, все это связано с культурой. То есть, если из тех мастер-классов, которые проводят наши сотрудники, так скажем, на постоянной основе, это, конечно же, допустим, для девочек изготовление накосников сулпы. То есть, они сами изготавливают и как раз-таки во время того, как они все это делают и шьют, они узнают как можно больше про историю этих украшений. Если, допустим, к мальчишкам, да, переходить, то для них у нас есть прекрасный мастер-класс по стрельбе из лука. И огромное количество, я прямо сейчас вам
полностью все не смогу вспомнить, потому что их действительно очень много. Но это мастер-классы, направленные, конечно же, на развитие, на культурное обогащение в первую очередь, и для того, чтобы каждый посетитель забрал с собой частичку нашей республики. Ну и, соответственно, многие гости и туристы в восторге от этой экскурсии и в целом от посещения Национального музея, да? Конечно, конечно. Мы получаем огромное количество восторженных комментариев, и очень приятно получать такие положительные отзывы от, так скажем, опытных туристов, которые посещают не один музей. Они всегда отмечают, что у нас очень насыщенная экспозиция, во-первых. Во-вторых, что у нас прекрасно обогащенные залы, то есть им очень интересно, и все в восторге, что действительно нам очень сильно нас радует. Благодарю, Зульфия Рамилевна, за беседу. А у нас в гостях была заведующая отделом по организации мероприятий и маркетинговой деятельности Национального музея Республики Башкортостан Зульфия Ишмурзина. До свидания и до скорой встречи.